Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантья Тара. И, как обычно, напоминаю, все новиночки у нас в инфобоксе. Любопытствуйте. И сегодня мы делаем с вами расклад на тему ваших взаимоотношений с партнером. Посмотрим, что у вас было с ним, что у вас на данный момент и что будет. Как обычно, перед вами 3 варианта. Загадывайте, пожалуйста, свой, подумайте о своем мужчине, вы и он, что было, что есть, что будет. И выбирайте свой вариант, переходите по тайм-коду. Я перехожу к первому. Ну что, единички, смотрим вас. И что было, что есть и что будет с вашими отношениями с мужчиной. Что было? Вы знаете, был какой-то резкий, неожиданный удар, резкие, неожиданные перемены. Пришло оттуда, откуда не ждали, ударило оттуда, откуда не ждали. У нас потому что карта башня выпадает, и на Ленорман у нас еще карта метла. То есть это было достаточно неожиданно. Некая ссора, некий конфликт, перемены. И я думаю, что это было связано с появлением некого мужчины в вашей, дамы, дорогие, жизни. Скорее всего, в вашей жизни. Потому что и на Ленорман, и на Таро у нас выпадает 2 всадника и резкий перемен. Если это третье лицо в отношениях ваших, то вполне себе похоже, если таковое у вас произошло. Если нет, то здесь в любом случае появление некого человека, который принес в вашу жизнь разруху. Для некоторых даже может проиграться так, что все страхи и опасения, о которых вы думали, они у некоторых реализовались. То есть они в жизни произошли. Может быть, какие-то страхи, которые вы держали в себе. Какие-то страхи или опыт негативный прошлого, вы боялись, что он повторится. И вот сейчас, в прошлом, это все повторилось и дало о себе знать, и отпечаталось на ваших отношениях со знаком минус. Могла какая-то новость также в прошлом повлиять на ваши отношения негативно. Новость какая-то некрасивая и неприятная, которая отложилась негативно на отношениях. Да? Дальше. Настоящее. Что сейчас в вашей жизни происходит? Наблюдаете вы друг за другом, причем так довольно-таки пристально наблюдаете. И есть рядом некий мужчина, который вашу жизнь может изменить. У нас на Таро старший аркан суд. И на Ленорман у нас карта любовник, это не карта бланка вашего мужчины, и рядом с ним еще и ребенок, который нам говорит о том, что есть на данный момент сейчас возможность, либо у вас уже эта возможность разворачивается, начинается, сбывается, реализовывается, вашу жизнь изменить, начать что-то сначала. И, скорее всего, начать сначала с неким новым мужчиной. И здесь также и на Таро, и на Ленорман выпали карты материального, денежного характера. Тут, скорее всего, попытка сохранить те отношения, которые у вас были с мужчиной, да, с загаданным, на которого мы сейчас смотрим. Попытка эти отношения как-то сохранить и удержать. Но попытка, скорее всего, успехом-то не увенчается, по крайней мере, в настоящем. Нет пока здесь того результата, который вы хотите, который вам нужен или который вы задумывали. Тут, знаете, вот как раз-таки в настоящем небольшое такое болотце, небольшая такая тишина, которая затягивает, которая привносит в отношения такое, знаете, когда нет контакта в отношениях, когда люди друг друга не слышат, когда люди друг друга не понимают, каждый гнет свою палку, каждый хочет свое. Тут такая некая капризность и незрелость в отношениях. Каждый одеяло тянет на себя, по крайней мере,
то, что я вижу в картах. Ну и, конечно, присматриваются, следят, причем так довольно-таки пристально и внимательно за тем, что происходит в жизнях друг друга. И опять же, наличие некого мужчины, да, о котором я говорю, у кого так проигрывается, что появилось некое третье лицо в отношениях, этот мужчина, конечно, портит всю картину маслом. Он вносит в отношения разруху и новизну, но, по крайней мере, на данный момент, дорогие мои дамы, мы до конца не понимаем, эти перемены к лучшему или к худшему. И дальше, будущее. Что дальше? Как будут происходить ваши отношения? Вы знаете, тут перемены карты нам обещают. По крайней мере, нацеленность на перемены, движение к переменам. Карты нам обещают, но что бы вы себе сейчас не планировали, что бы вы сейчас не хотели, какие бы цели вы сейчас перед собой не ставили, они к вам придут, и они реализуются, это однозначно, но не так быстро, как бы вы хотели. То прошлое, которое было, оно вас настигнет. Вы получите некие результаты прошлого, которые вас немного подзапутают и заставят вас вернуться назад, если не в исходную точку, да, там, где началась проблема, то значительно много шагов придется сделать назад, чтобы решить проблему, которая возникнет в будущем. Но перемены тут вас ждут однозначно, потому что у нас выпало и колесо фортуны, и карта солнца. То есть вот эти карты схожи здесь в этих колодах, и идет еще карта движения, но рыцарь жезлов у нас с одной стороны вестник, а с другой стороны это же рыцарь, который движется назад. И вкупе с Ленорман, как я уже сказала, да, что придется обернуться назад и искать там какие-то незавершенки, которые не будут вам давать покоя в будущем. Но, опять же, это ненадолго, все это рассеется, тучи пройдут, но на это нужно будет потратить время. То есть те сроки, на которые вы рассчитываете, вы не уложитесь. Но развитие в отношениях оно будет. Но почему-то странно, да? Здесь, и скорее всего, отношения будут развиваться у вас с мужчиной, на которого мы смотрим. Не с новым мужчиной, которого мы видим, например, вот здесь, да, вот карта бланка и намеки в прошлом, а именно с мужчиной, на которого мы смотрим. То есть со старым мужчиной. У вас должно быть развитие в отношениях, некое движение в отношениях. И движение в сторону плюса, в положительную сторону, но не такое быстрое, как бы нам хотелось. Вначале нам вообще будет казаться в ближайшем будущем, что это болото, из которого не вылезти, не выйти. Тут такая трясина. Будет еще желание, конечно же, синтезировать, да, сохранить, может быть, общаться с двумя мужчинами одновременно, но не выйдет ничего из этого хорошего, судя по вашим картам. Вот такой у нас вышел первый вариант, мои дорогие. Я вам желаю всего самого наилучшего, гармонии, любви, процветания. Берегите, любите, балуйте, заботьтесь о себе, цените себя. С вами была Астарта Сантье. Всех благодарю и перехожу к двоечкам. Ну что, двоечки дорогие, смотрим вас, что было, что есть, что будет с вашими отношениями. Что было? Вы знаете, каждый был предоставлен сам себе, особенно мужчина. Занимался сугубо своими делами, сугубо своими увлечениями, работой в том числе, какими-то новыми проектами, бизнесом. Пытался соединить каких-то, если у него там может быть 2 работы, может быть много проектов идут параллельно. Вот он пытался все это синтезировать, все это делать одновременно. Вот такой некий Юлий Цезарь. Пытался все время заработать материальные блага, пытался управлять, пытался, если он, например, менеджер высшего звена, то тут, конечно, да, управление, то тут такой некий директорат, слежка за своими подчиненными. Проявлял свои какие-то мужские качества, но, дорогие мои, скорее всего,
Третий вариант выбрали те, у которых есть третье лицо в отношениях у мужчин. То есть есть у вас, дорогие мои дамы, соперница. Вот она, ее карта бланка, мы ее видим, да, вот она выпала. Рядом еще и с мужчиной, на которого мы смотрим, это его карта бланка. Вот тут так работа сопряжена с другой женщиной. Это может быть другая женщина на работе, может быть сотрудница, это может быть, я не знаю, какой-нибудь человек, которого он встретил именно в каком-либо заведении, связанном с его проектами, с его работой, с его бизнесом. В общем, это то, что было в прошлом. Мужчина находился в постоянной динамике, в постоянной работе, такие. И, конечно же, обман, лукавство с его стороны здесь имеется однозначно. У нас тут выпали карта мышки, дамы возле мужчины, и также еще и любовница. Так эта карта называется в этой колоде. В общем, сами понимаете. В настоящем отношения, даже если и держатся, то они держатся на опыте прошлого, на материальных каких-то благах, которые, скорее всего, вас связывают. И это может быть еще и какая-то социальная ответственность. Если вы, например, работаете вместе, или ваша работа, бизнес, может быть, семейный, либо сопряжены ваши работы, проекты друг с другом, то еще и вот это дело вас держит. Но сейчас еще и период такого некого движения, когда вы выясняете, когда вы понимаете, когда вы друг с другом разговариваете и пытаетесь прийти к тому, что отношения уже на исходе. В отношениях уже нет ничего того, что людей друг с другом рядом держит. Почему я так говорю? Потому что я вижу карту будущего. Там ничего хорошего для именно отношений с этим загаданным мужчиной я не вижу. В настоящем, опять же, как я уже сказала, попытки договориться, попытка прийти к общему знаменателю, свести дебет с кредитом, прийти к некому консенсусу в отношениях и двигаться дальше. Причем это все очень цивилизованно, очень грамотно, очень так вот. В общем, договаривайтесь вы, два воспитанных и грамотных человека. Будущее, какой вас ждет с этим мужчиной? Тут, конечно, однозначно разрыв. У нас Таро показали однозначный разрыв отношений, тут расставание. Расставание нелегкое, конечно же, такие вещи, никогда не проходят легко и безоблачно, но и вас, эта сторона отношений, она не обошла. Нелегко будет, но расставание, оно произойдет. И смотрите, мои дорогие, тут мне не нравится девятка мечей. Расставание-то оно будет. Будете вы вспоминать, как это было, как все начиналось, как вам прекрасно и хорошо было в прошлом, и почему все это разрушилось. И тут у вас, дамы дорогие, может появиться такая фишка, что вы будете искать подвох в себе, будете искать то, что вы, дорогие дамы, сделали неправильно, или как-то поступили неправильно, что-то сказали неправильно, сделали что-то недостаточно. Вот это вот самокопание, самоуничижение, самоедство, оно ни к чему не приведет. Причем самоедство, оно будет достаточно сильное и такое, я бы сказала, динамичное. Да, может быть, вы друг другу, с вашим мужчиной не будете показывать, что на самом деле чувствуете, что на самом деле думаете, все будете держать за завесой некой. Но переживания, достаточно глубокие переживания, они, конечно же, будут. Никуда от этого не денешься. Некая такая заморозка внутри, как будто вот когда чувства сковываются льдом, и ты не знаешь, куда двигаться дальше, пытаешься найти некую опору для себя, чтобы оттолкнуться и начать движение, но ее не находишь, от этого начинаются вот эти истязания. Вот, подумайте над словами, связанными с будущим, не занимайтесь самоистязанием, дорогие мои. Жизнь, она
полосатая. По методу бумеранга мы тут все живем на этой планете, поэтому я вам желаю, дорогие мои, всего самого наилучшего. Ваша жизнь прекрасна, она чудесна, она замечательна, и все будет прекрасно и невероятно. Я вам желаю, конечно, чистой, взаимной любви, открытой, благополучия, здоровья, веры и гармонии внутренней. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что мой канал вам помогает, поддерживает, подсказывает, оберегает. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А я перехожу к троечкам. Дорогие троечки, смотрим вас. И что было, что есть и что будет с вашими с ним отношениями. Что было? Были какие-то страхи и сомнения, которые вас обуревали. Скорее всего, это было связано именно с чем-то семейным, с неким домашним очагом. И это могут быть дети. Какие-то вопросы, связанные с детьми, с деторождением, либо какие-то просто детские вопросы. Тут страхи, сомнения, причем довольно-таки глубокие, такие яркие, внутри вас сидели и блуждали, и не давали вам покоя. Вы пытались, конечно же, от них избавиться, но пока, по крайней мере, в прошлом, скорее всего, вы почти, не совсем, но наверняка вы эти страхи победили. Либо те сомнения, которые вас обуревали, вы от них избавились. Вы нашли какой-то ответ, какой-то общий знаменатель для себя. Также, смотрите, здесь вполне могло так сложиться, что на ваши отношения накладывала свой отпечаток семья. Может быть, его семья с его стороны, там, родители. Может быть, ваша сторона, ваши родители как-то накладывали тоже отпечаток на ваши отношения. Может быть, у обоих уже есть своя модель семьи, да, по которой вы, как вы ее видите, да, как вы строите отношения с партнером, и они разнятся с вашим мужчиной. Они как бы пришли к некому конфликту. Но, в принципе, да, у кого не бесконфликтные отношения, куда без конфликтов, без них неинтересно. Также здесь имело место быть в ваших отношениях взаимопонимание, такое понимание и некая такая связь, привязанность, движение, динамика, когда отношения развивались, когда отношения шли вперед, они не стояли на месте, они постоянно шли, двигались вперед к развитию, к некому результату. И некий результат вы в конце концов получили. Но, судя по всему, не очень хороший. У вас отношения на данный момент. В отношениях есть некая тайна, которую скрывает то ли вы, то ли партнер от вас. У партнера вполне может быть некая женщина. Я не говорю, что это может быть любовница, но намек, по крайней мере, второго на это есть. Вот она, королева мечей и жрица. Жрица у нас часто отвечает за любовниц в картах Таро. Но Ленорман нам такое не показала. Ленорман нам просто показала карта маска, которая говорит о том, что есть место лукавству, что есть место лжи и есть место некой тайне, которая скрывается за 7 печатями. Хотя отношения вполне себе складываются гармонично. Они так идут спокойно, без каких-либо американских горок. Тут идет общение, тут идет понимание. Такая какая-то бытовая, спокойная жизнь. Но, дамы, дорогие мои, вы со своей стороны тоже. Вы дама весьма характерная, весьма грамотная, начитанная, человек, специалист своего дела, человек начитанный, еще и большой интуит. У вас острый ум и интуиция, которая вам намекает на то, что в отношениях что-то не так. В отношениях есть некая тайна или некое лицо, которое привносит в отношениях такую волну, да, негативную,
волну со знаком минус, которая негативный отпечаток откладывает на отношениях. Вы это понимаете чисто интуитивно, потому что есть, опять же, да, место лукавству в каких-то разговорах, в каких-то действиях. Может быть, как-то он стал по-другому класть телефон, или как-то стал по-другому себя вести, когда разговаривает по телефону. В общем, или как-то стал позже приходить домой. В общем, какое-то лукавство со стороны мужчины, скорее всего, оно здесь присутствует, по крайней мере, на данный момент. Да, вы пытаетесь что-то узнать, да, вы пытаетесь что-то разузнать, поговорить, вывести на чистую воду, но пока все это безрезультатно. И что вас ждет в будущем? В будущем, дорогие мои дамы, вы будете следить пристально, пытаться разгадать ту загадку, ту тайну, которая в вашей жизни образовалась. Смотрите, у нас на Ленорман карта тучи и карта сад. Это дополнительная карта сад, но это сад-лабиринт, да, в котором, господи, заикаюсь, извините, из которого нужно найти выход. И вот люди там ходят, бродят, и этот самый выход ищут. Еще и карта тучи, то есть некая такая туманность, некие такие непонятки, они в отношениях уйдут. Таро нам говорит, что будет некий выбор и некая слежка, причем такая довольно-таки активная, это даже агрессивная слежка. Вы будете пытаться найти ответы, либо даже вот в прямом смысле слова пытаться за своим мужчиной следить. Если это не физическая слежка, да, там именно будете ходить за ним как детектив, то это будете прослеживать все его действия в социальных сетях, на работе, там, с друзьями, с соратниками, в общем, искать лазейку к тому, чтобы эту тайну, да, разгадать. И, конечно, будет такое состояние некого выбора. С одной стороны, да, тут есть место чувствам и влюбленности, да, и привязанности, доверия, дружбы, партнерства, да, желание быть ближе, желание быть рядом постоянно. И с другой стороны, тут есть, конечно, место и недоверия. То есть доверие, когда оно пошатнулось, да, когда уже что-то пошло не так, то уже на автомате появляются такие какие-то мысли, да, вдруг он меня обманывает, а вдруг он со мной нечестен и так далее и тому подобное. И вот здесь в будущем такое вполне может быть. Не удивлюсь, если такие мысли будут и у него, и у вас. Потому что карта, они достаточно тут туманные, особенно в Ленорман. Вот здесь слежка активная, такая прям динамичная слежка. То есть пары, партнеры, они вообще каких-либо тайн, лукавства, они не допускают и не принимают в своих отношениях. Все те, кто выбрал третий вариант. Ну, вот пока вот так. Все, что увидела, я вам рассказала, дорогие мои троечки. Я вам желаю здоровья, благополучия, любви. Любите, берегите, балуйте, цените себя, заботьтесь о себе. С вами была Старта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь искренне, что мой канал, мои видео вам помогают, вас поддерживают, где-то даже оберегают, подсказывают вам что-то, может быть, вдохновляют на какие-то действия. Благодарю, что вы были со мной еще раз. И я с вами прощаюсь. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.